мы не знали даже, как кого называть. Называли друг. Друг. Даже не по имени, да? Даже не по имени. Друг. И вот мы трое были друзья. И случай вот какой. Пришлось мне это... Ведь солдаты их хоронили ночью. Кто кого перебьют, мы хоронили. И днем, как только раненый, значит, его уводишь в тыл. И я вот туда вдвоем мы с одним уводили в тыл людей. Пришел туда, и этот узбек, вот, здоровый, я сказал, узбек, он сидит вот в это место раненый, ждет очередь, ведь раненых много, не сразу всех перевел. У него пузырь вот так вот из этого. И он, друг, вот, я говорю, не говори, пожалуйста. А у меня всегда были в кармане эти индивидуальные пакеты. Я вынул индивидуальный пакет, а это две подушечки с этой и с другой стороны. Я говорю, нельзя тебе разговаривать. Говорю, свел его туда пониже, в этот, где расположен сам взвод был. Перевязал, поцеловал его, ушел, до свидания. Отгадайся, вот где. Боже мой. А? Дома где-то? В Казани. Ну ладно. Вот мне так посчастливилось. После ранения меня никуда не берут. Боже мой. А после этого взяли, тогда ведь со средним образованием очень мало было людей. Нас привезли в Сурок. Здесь вот в Сурок. Как кандидатов в училище. И вот возили, в одно училище привезут, не берут. В другое училище привезут, не берут. Один раз даже врач говорит, ну что гоняем, ведь никуда его он никуда не годен. Никуда не годен. Слышу, татары разговаривают. Вы откуда? Че? Да вот, набираем в школу санинструкторов в Казань людей. Я говорю, ребята, возьмите меня. Я из Татарской республики, Заркеевского района. Надоел уж, возят, я говорю, вот год целый возят. Никто не берет. А один раз рассказывает. Вот. Ну и меня взяли. И вот я это встречал в Казани. День Победы.